Что делать взрослым, чтобы защитить своих детей от преступлений, алкоголизма и других бед? Над этим вопросом сегодня ломают голову члены комиссии по делам несовершеннолетних и руководители учебных заведений. Ведь несмотря на планомерную работу всех курирующих органов, подростки не перестают совершать незаконные действия. Зарегистрированы нарушения молодых людей из таких учебных заведений, как 6-я, 7-я, 8-я, 12-я школы, Сибайский медицинский колледж, колледж строительства и сервиса. По словам выступающих, на учете сегодня состоят 57 несовершеннолетних и 11 родителей. За первый квартал 2016 года в общеобразовательном учреждении проведены 36 тематических классных часов с охватом 3860 учащихся, беседы с приглашением психологов, родительские собрания, встречи детей с представителями городского совета с общим охватом 480 человек. Также были проведены конкурсы плакатов и листовок против преступлений и коррупции. Социальными педагогами проведено 340 индивидуальных бесед, индивидуальные беседы с учащимися. Однако в первом квартале 2016 года на профилактический учет были поставлены 10 несовершеннолетних, 8 из которых являются школьниками. Подробный анализ семей показал, что дети чаще всего предоставлены сами себе. Родители воспитанием и психологическим состоянием не занимаются. На совещании прозвучало мнение, что положительная динамика в деятельности – это может быть и недоработка некоторых ответственных органов. Необходимо действовать вместе и сообща, из заседания в заседание к такому выводу приходят члены комиссии. В этом отношении итоги первого квартала не стали исключением, только вот некоторые учебные заведения или же родители порой просто игнорируют рекомендации комиссии по делам несовершеннолетних. К счастью, большинство все же понимает, что от сегодняшнего воспитания зависит будущее подростков. Алина Полянская, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.